Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздердин каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бул деген Кытайдын эң чоң ушундай имараты, роботтор жыйналган. Улуттук пилоттор башкарган, жана өз денесин мындай акыл менен башкарган аспаптардын борбору деп аталат экен. Ошондой жерге келдик, роботторду көрөбүз бүгүн. Ni hao, you are robot? Do you speak English? Ni hao. Ni hao. Ушундай роботтор жүрөт тугунда. Лифтке кире алсам ушундай робот турат. 大家好，我是服务机器人，很高兴我要出电梯了，麻烦大家请勿影响，小心前方避让，谢谢你们的配合哦。 Тихо. Бул эме тамак жүк ар кандай нерсе ташып жүрөт машина. Ошол туугандар, Unitri компаниянын шоурумуна келдик. Бул жерде улуттук ушундай ар кандай компаниялардын роботтору жасалганлары боюнча маалымат бар экен. Азыр кичине карабыз, сугабыз. Это место, самая главная точка. Можете здесь посмотреть полностью видео, да? Вот это главный центр. Добро пожаловать, наши коллеги, в этот наш центр. Да, это наш выставочный центр, считается по всему Китаю самым большим. Разным видом оборудования, разным видом механических аппаратов, разных видов роботов. Можете сейчас полностью посмотреть. Весь маршрут мы поэтапно пройдем. Сейчас в процессе вы можете увидеть, как общаются два человека. Как вы думаете, какой из них настоящий, какой из них поддельный? Один робот, один настоящий человек. What's your favorite color? Blue, because the earth is blue. So, do you think you could like me? I hope humans and robots can help and understand each other and become friends and partners. The last question. What do you think of a future world where humans and robots coexist? I'm full of hope. Кто угадал, нет? Вы думали, кто из них робот, кто из них человек? Изначально я подумала, что мужчина робот, а женщина человек. Сейчас добро пожаловать еще раз в наш именно Exhibition Center.
Вы можете посмотреть все наши оборудования. 你可以站在最佳观看点。 А это место самое главное место, где вы можете смотреть. А, 像这个他做什么呢？稍等，稍等。啊，他做自己会演示是吧？对，他自己演示了。啊，不用说话了。不用翻译。 Ladies and gentlemen, welcome aboard. Now the space-time has been disrupted. The space-time coordinates have been locked. We're going to cross the dimensional barrier into the future, into a world where we have long been part of each other. This 这个就是我们这儿生产的，就我们这个区生产的语速，很有名的那个语速机器人。他们为了是看来了医疗，他们也可以将来可以做手术，是不是？啊，对，这里面都有，等会儿可以看，有很多。他专门做这个看做医疗的吗？就是英伟达，就是美国英伟达现在就是用这个机器人，它就负责两块，一个是大脑，还有一个是手，由英伟达来制作，有英伟达，然后其他的都是我们这儿做。他会演什么？这个时候，他会跳舞吗？还是 The gate of time and space is closing. See you in the future, humans. “被领导，大家好，我是小巨，带大家化身未来访客，穿越时空，来到了我所在的人机共生世界，体验了未来社会的生动景象。” Всех добро пожаловать. Робот приветствует на китайском языке. 是由杭州各个具身智能领军企业孕育组成的航产机器人总动员，不管是销量水平、运动性能，还是泛化模型的先进程度，都居于世界领先的位置，标志着杭州正以具身智能机器人国家级特色产业集群为支点，崛起成为全球具身智能产业的核心策源地与世界级人形机器人的经济增长新引擎。 Полностью здесь как бы сейчас он нас знакомит. Первое, добро пожаловать, наши гости. Здесь у нас функционирует разных видов оборудования, разных видов технологий. Можете внимательно посмотреть разные эти функциональности по разным отраслям, по отраслям именно в медицинской сфере, в сфере обслуживания, в сфере помощи, в сфере медицины. Во в чем они функциональны. И сейчас все разные виды роботов, которые функционируют и работают здесь, вам ознакомлены. Можете все посмотреть внимательно. 好，尊敬的来宾，现在我们面前的这12台机器人呢，均来自杭州的头部企业，有一些是总部就在杭州，有一些是子公司落地在杭州。Главный генеральный вот зона нахождения всех аппаратов, все находится именно в провинции Ханчжоу. Здесь больше 86 видов оборудования, и вот, можно сказать, это самый большой шоурум по всему Китаю. 那么面前的这台语数的 H1机器人呢，我们在2025年的春节晚会上看到过，它为我们观众表演丢手绢。他会跳舞吗？还是？他会跳舞。哪一个是？这个。这个。语数的 H1机器人。中间的。
В 2025 году мы тоже участвовали на выставке. Вот это оборудование, именно аппарат может танцевать разные виды китайских танцев. 语数的记忆机器人呢，是我们目前销量最佳、性能最好的机器人。 На данный момент это оборудование считается самым лучшим, самым усовершенствованным оборудованием нашей именно компании. 接下来呢，在接下来的参观中，我们将会看到这些机器人在实际生活中为我们的服务。请各位来宾接下来去下一个参观点。 Да. Можем сейчас именно перебраться в другое место, поэтапно вам будем детально рассказывать. Что-то уже со временем боишься, да, что вот эти люди нас заменят. Robot 一词呢，最早是在1920年，在捷克作家 Karen Capek 的这个作品罗瑟姆的万能机器人中首次出现。 Первое начали изобретать робот в 1920 году. Инь它叫什么名字？ 卡雷尔恰佩克。中文英文怎么说的？他的名字 Karen Capek。 Karen Capek. Первый основатель робота, его звали на английском Karen Capek. Чарл Чапик. Чарл Чапик или? Чарл Чапик. Карол Чапик. Карол Чапик. 对，好。 至于具身智能呢，这一概念最早是由艾伦·图灵提出的。他抛出了一个非常有趣的问题：机器能否思考？ В 1950 году профессоры тоже изучили. Первый, можно сказать, робот начал думать. Именно туда внедрили именно мысленное обозначение. 在20世纪19年代呢，这个具身智能进入了早期萌芽阶段。 Поэтапно первый именно робот начал думать в 1950 году до 1990 годах. 这台机器是由日本的早稻田大学研发出的世界首台人形机器人。 Это первый робот, который изобрели в Японии. Вот в таком формате он выглядел. 在2000年呢，中国首次独立研发出了这台全尺寸人形机器人，是由国防科技大学攻关研制的。 Уже в 2002 году в Китае первый робот изобрели в таком формате. 它的中文名字叫做先行者 Pioneer。 中文名字叫什么？ 先行者。 先行者. Его китайское имя называется 先行者. 这台机器呢是由波士顿动力研制的，是一个属于液压动力的一个。他专门做什么呢？就是他会做什么东西？他也会从事一些表演性的工作。他也可以表演，比如说跳舞是中国的跳舞。可能不是中国的跳舞，我们可能没有那么的准确，但是它是可以像翻跟斗跳舞是可以的。Этот робот специализируется, можно сказать, на выступлениях. Такие разные шоу устраиваются, разные виды танцев, какие-то необычные вещи может утворять. 然后在2017年呢，中国产业语数科技发布了这台高性能的四足机器狗，我们叫它莱卡 Go。莱卡是第一个登上太空的小狗的名字，然后 Go 呢意味着一直奋力向前，永不停息。Да, в 2019 году здесь придумали именно роботов-животных. Это робот-собака. Он может лаять. 然后您可以看到您的身后，这一个是进化之镜，您可以站在这个点位上，我们镜中的机器人会模仿人类的一个动作，这表明了它们不仅仅是我们的一个机器，而且逐渐会形成我们的一个工作伙伴。Сейчас можете именно ставить вот эти 4 точки, вот видите, вот именно 4 направления, и робот будет повторять за вашими движениями. Вы можете руку, поднимите руку. Видите? 它不仅是外表上的一个变化，也是性能和科技上面的一个巨大的进步。它会性能啊。Вот сейчас видите, он за вами повторяет ваши именно как. И вы можете относительно сравнить с 2000 годах робот какой был, в 16-м, 24-м и на данный момент вот как это все выглядит.
В будущем роботы вот так будут все выглядеть.将来是机器人会变成这样子吗？Это такая визуализация, что возможно может так. У меня гордым шагом есть такие ваш. 好，各位来宾，请向前一步。电驱人形机器人原地空翻，象征着电驱人形机器人在动力学建模、运动规划、实时控制系统设计和硬件。 Көршілерім сіздерге өзгөчө салам Boston Dynamics'ten. 各位来宾可以看到，这个是我们宇树科技所发布出的Go 2机器狗。камера 我们可以 стехтакен. 在2楼看到这只机器小狗为我们演示，它主要是用于电力巡检。 Отдельно сюжетно. Это современный вид робота, это тоже робот-собака. Наверху можем тоже ознакомиться, как презентабельно нам покажет, как это все будет работать. 这是2025年宇树科技发布出的 H2 人形机器人。刚刚我们在那个大厅中看到是 H1 机器人，就是跳舞的那一个，然后这个是 H2，它现在是身高1.83米，有着人的面部这个设计，以及31个灵活的关节，它也可以跳舞，甚至比刚才那个更加的灵活。它也是一个中国的一个功夫大师。功夫大师。HR 是吧 ？H2. Первое, то, что на экзибиционе мы увидели, это робот был HE. А этот робот называется HR. Он в 2025 году изобрели. Здесь больше 30 функциональностей. Он усовершенствованная версия первого, получается, робота. Он, можно сказать, он ушу знает. Ушу это китайский вот кунг-фу. Он может сказать, драться, танцевать, разные функциональности, можно сказать. Больше 30 функциональностей. И его рост 1,80 м. Рост 1,80 м. И смотрите, сделали лицо как у человека. 各位来宾可以站在我们这个最佳观测点上，然后手动滑行这个我们的全息投影屏，可以观看短片。对。可以这么滑。对，站上去，然后向上滑动。是的。2025年，在世界范围内，人工智能已经开始深度赋能实体经济，全球制造业格局也正加快重塑。 作为人工智能发展重点之一，具身智能2025年被首次写入了政府工作报告，而机器人 Вы можете здесь управлять из сканер-байки. Вы можете вот видите сюда взять и управлять это. 好的，各位来宾，接下来让我们来思考一下，究竟什么是具身智能呢？具身智能其实就是有一个物理载体的人工智能。 他们过来吗？稍等一下。他们做什么呢？我首先自己想知道一下吗？这个是它是上高效运作的一个机器人。他说哪个是大扫卫生？那是。这个是扫地机器人。哪个呢？这个就是在平地上平稳工作的一个机器人，具体什么工作要看这个各行各业的一个要求。不是，他专门做什么的呢？医疗的问题吗？ 比如说，您可以也可以是医疗方面的，也可以，比如说在餐厅里面，您可以他拉东西吗？对，使用拉东西，比如说外卖。对，有可能。сканер-байке вы можете. 我们可以将人工智能分成3个部分：大脑、小脑和本体。大脑可以理解复杂的指令，然后并且决定要去做什么；小脑将复杂的指令转换成一个具体的关节上的一个活动，然后本体呢就是来承载这些指令的。所以这就是我们具身智能的一个具体的3个部分。 Здесь вы можете посмотреть 3 разных видов робота, как робот разбирает на запчасти. Но самое главное это мозг, голова, потом шея. Это как у человека. От шеи мы как бы ходим, вот именно управляется. Мозг всем управляет и разделяется на 3 вида. Вот так именно комплектации робота выглядят. 各位来宾可以看一下这边，这个也是我们宇树发布的一个死机器狗，它有很强
它现在100多公斤是吧？这样。它可以承载100公斤。啊，承载100公斤。静态状态下。Тоже, вот这个也可以讲一下给他们吗？Здесь как бы я тоже заранее уточнил, это оборудование, да, это вот видите, наподобие первого оборудования, которое, вот элементарно, вот мы были в отеле, нам приносили там, что-то вы захотели, там, еду может принести, допустим, элементарно вот, там, зубную пасту вас хватало. Ну, это как бы уже умный робот-пылесос, как у нас. А это тоже современная собака, он может именно таскать людей, там, развлекать, он может 100 килограммов выдержать. Шундай кичинекей нерсе масштаб үчүн жанына туруп коён. Охранные функции устроены? 但是能不能保护就是比如说你的狗，比如说它会保护你吗？它能不能保护？它没有一个自主决策的一个意识。У них функциональности нету, да, именно мозг не встроен. 然后可以看到上面的那个 Робокоп путя, 大家可以猜一下这个是 что 用来 Робокоп 干什么的？ Вопрос к вам, как думаете, это что за оборудование? Именно что за робот? Полиция? Вот это полиция, думаете? 这个神奇机器人呢，现在主要是用于安全巡检方面，以及可以帮助派出所、派出公安部门来抓捕这个坏人的一个。他们会抓起来坏人的吗？是不是？是在它两边可以搭载一个，比如说很多瓦斯。他猜的对的，但是откуда узнали, что он милиция, ну как бы полиция? 10-15 видео видел. 是的，然后вот я что-то, как ты угадаешь, просто баллон. 现在这个球形机器人可以在陆地上工作，也可以在水下工作。他说了专门做什么呢？Немекен был полиция кен. 这个是我们的一个大树林制的除草机器人，它可以不需要边界线的设置，在指定的范围内，它就可以自行除草。还可以草。对，它在沙滩上、草地上及斜坡都可以平稳的工作。Это уже как бы рабочий именно, там может быть именно газон, миллиард, вот что. Газонокосилка, шасси. Да. Мне просто вот это интересно, как он будет ловить роботов. Я видел демонстрационное видео. Он что, поднимается и это раскрывает? Сетка атат, электрошок кылат, газ атат, короче. Привет. 这个是什么设备？这台呢是我们由浙江大学洪州实验室所研制开发出的一个苍铜。Может травмировать очень сильно. 比人工的更加快速、更加高效、也更加的安全。不是，它也是为了安全吗？还是哪个方面用的？给我简单的介绍一下这个。这个大概就是在水下观测或者是搜救。搜救的。对，主要是用于观测和搜救的。搜救的什么呢？搜救。搜救是什么意思的？搜救就是比如说有些人在水底下可能遇难了或者是怎么样的，用这台机器人可以更加方便快捷的去晕到了对，或者是去探测一些什么东西。他会给你帮忙吗？还是？对，他会帮忙。Это оборудование помогает, допустим, это старым людям. Элементарно можно сказать, вы потеряли сознание, он сразу вот именно может подойти, помочь или экстренную помощь вызвать. Что он гайный? В воде плавает, да? 这个是在水上吗？还是？水下的，да, в воде плавает. Мындайдагы уже бэктер жасап башташыптыр да, бул деген. 下肢不便的病人去进行康复训练，用边的这个呢可以帮助我们去登山，减少50%的一个。去爬山的时候。对，这个是爬山的。我们现在可以是的，我们现在可以在很多短视频上已经看到这个使用了。这个也是保护老人帮忙是吧？老人也可以帮忙。如果年轻人很累的话，也是可以用这个。Это оборудование в Китае же очень распространено, они любят по горам ходить, да? Это именно маленькая вот функциональность. Вы сюда прикрепляете, он помогает по горам, ноги сам поднимает, выходите. И очень минимизирует именно усталость. Экзоскелет. Экзоскелет, да? Да. Человек заходит сюда? Да, он тоже помогает именно старым, получается, людям. Вот именно передвижение очень сложно, вот, помогает в разных местах. Но это сейчас, я думаю, очень популярно, кто в горах, для гидов или все такое, подцепил и пошел. Круто. 好，各位来宾，接下来我们进入到下一个区域。刚才只是静态的展示，接下来我将会为各位介绍，在未来社会中，机器人是如何服务我们日常生活的。哦，这个挺好的。
Эми бул түшүнүктүү да, туугандар. Ол азыркы дүйнөнүн күчүн өзгөртүп аткан. Мягко говоря, очень интересно екен. То, что мы сейчас видели, очень интересное оборудование. Сейчас вы можете вживую увидеть, как роботы заменяют людей. Здесь элементарно готовят кофе, и он выполняет именно... Кто кофе готовит именно, вот, да? Барберы, да, или как? Бариста. Бариста, да? Да, кто вот, бариста. 这个机器人呢叫做盖伯特，然后我他叫啥？盖伯特， Его зовут Гай Боте. 我们通常叫他小盖， Мы его зовем Сяо Гай. 他可以帮我们制作咖啡，他可以说话。他可以说话。小盖你好，小盖，你好。您看来都来了，对，我们看看吧，对好多好东西呢。你听到我们的话吗？我需要一杯卡布奇诺。小盖，你好，要不要来点饮料？我需要一杯咖啡。你好呀，我叫盖伯特，是银河太空舱的机器人店主。您想学俄语打招呼吗？对对对。啊，我们俄语在干什么？你好呀，想来点什么？请你用俄语做自我介绍。你好呀，我是 Galbert， 银河通用的 G 型号机器人。想用俄语打招呼，可我还在学呢。要一起练吗？请你说俄语。可以说英语可以吗？小盖。На английском. 你好，要不要来点饮料？ Здравствуйте, что вы хотите? Может, напитков вам предложить? Hi, I'm Galbert, GE model robot, 2 years old. Humans, and upgrading myself. 而且我这是全球最先进的。好，各位来宾可以向前移动，我们有这个机器人。Да, следующее. 像这台机器人呢，跟刚刚的小盖是一样的，它可以为我们制作烤肠，然后直接扫码，这个机器人就可以懂得这个指令，然后它会将烤肠递给大家。厉害吧？他给你，比如说拿菜的。然后我们未来是要打造一个完全无人，只有机器人工作的一个咖啡吧。В будущем уже используют таких роботов в разных кофейных барах, в разных вот именно маленьких фастфудах. Бузул қалатта шында келеді. 咖啡都是现磨的，做好我就给你拿。您真棒，扫码成功，我就马上行动。 이제 나기로 앞으로 완기로 오네. 也是宇宙的机器人，它可以为我们制作这个奶茶，但是目前它里面没有东西，只是一个演示的作品。 Да, он это приносит уже чай. Принеси чай до себя, он именно с аппарата приносит. Ты хочешь что хвалу? Ну, эти роботы будут заменять именно в кофе-барах, там, в кинотеатрах, да, вот именно элементарно принеси мне попкорн, или налей кофе, или колу.我们раньше我想问一下，这些机器人将来是你们打算什么时候用在，比如说在咖啡厅，比如说在电影院，是不是？你们打算是这个是什么时候用的？就是说实话，过了几年，这些开始使用的。我们可能没有一个什么具体的时间，我们要随着这个人们的接受程度以及这个科技的发展程度，因为您可以看到我们这个可能还不是特别的丝滑，所以我们可能还要进一步的去发展，然后保证让我们的顾客都达到一个满意的程度。Мы сейчас в обработке полностью экспериментации. Все экспериментируем, как это удобно ли заменять людей. Это будет постепенно переходить от цивилизации. Если в современном мире будет использоваться именно такие роботы, мы к этому уже будем готовы. Это заменяет именно, можно сказать, маленький труд людей.
прайс-лист каталогтар бар екен для бета-версий. 对，我们想问一下，简单的给咱们说一下这些机器人。相对来说，一个机器会多少钱？我们大概想知道，因为是每个咱们的一些咱们的领导或者咱们的国家的人，他每个人会知道，这是大概是多少钱？像我们刚刚看到的语数记忆机器人，那个它其实有不同的配置，也有不同的价格。刚刚那个记忆机器人在市场上售卖的价格差不多是8万左右。8万美金。人民币。8万，这些机器的话呢？这些机器的话，对他们服务的话呢？十几到十几万不等。20万是吧？十几万。人民币。对。15万以上，10万以上的是不是？对。淘宝上有，你也可以买得到。有价格。Даже уже в Taobao можно купить эти летка. Very good. Very good, it's very... 你用淘宝就可以试。А эти оборудования сейчас на данный момент примерно плюс-минус стоят от 150 тысяч до 2000 юаней. 2000 юаней? 200 тысяч юаней. 200 тысяч юаней, 150 тысяч. Қанша сомманы бұл? Сомма плюс-минус 2 миллиона 400. Это булард арзан емес. Там кішкенекей робот там стоил сколько тысяч долларов, да, дешевле. Ну, плюс-минус так же уходит. 2 миллиона 400 сомов. Это 16-17 тысяч долларов, да, примерно. Там же, да? Да, там, да, примерно так же. 16 мың доллар, да, шығылса туғандар. 16, 17, 25 мың доллар үшін. Ушылар Таобаодан сатып алып тұр. И они тоже сейчас думают это все сделать экспериментально. И будут именно обратный отзыв от людей. Вот, элементарно в кинотеатре, там, в кафе-баре. Посмотрим. Безопасность. Если такой робот случайно, ну там с ума сойдет, создание обретет или қолмен түйсе, сындырып травма қылса, қандай жауапкершілік болады? Қантып қарлардың астынан жауап береміз? Хорошо. Может, элементарно вам горячий кофе, может, на руку, да? Қолға қойып салса, же сындырып салса бармақты.为了安全的问题，你们怎么这边处理的？因为首先是机器人，是不是一个？是的，我们现在就是因为这个法律可能都还没有特别的完善，以及我们对后面的追责方式怎么样安排的，都是不是特别清楚的，所以也是为什么我们没有把这些机器人迅速的投入到广泛的这个运用当中。对，他的意思是，比如说简单的跟你说，比如说他买了一杯咖啡，然后他没注意摔到了你的水，然后都是这边烧了嘛，有一些简单的事。如果他拿了你的，他好像机器有问题了，他拿你的手就是弄碎了的话。是的，这也是我们考虑到的一个问题。Да, вы очень правильный и важный вопрос задали. На данном процессе мы сейчас это все дорабатываем. Как это будем смотреть на юридическом спектре. И как это будет именно безопасности, да? Мы пока еще дорабатываем, и пока что именно окончательно вердикт или результат мы еще не придумали, но это сейчас в процессе обрабатывания, изучения. 这些东西，这些东西刚才给咱们看，在淘宝能买得上是吧？можно как-то。不是。简单的。如果它的操作的这些软件要你自身开发，把它放进去。Для презентации просто в Taobao это такой вид можешь купить, но не без функциональности. И на свой страх и риск, да, получается? Нет, функциональности там не такие, как тут, да, они еще не доработаны. В Taobao для презентации, или, можно сказать, некоторые там элементарные вещи можно использовать. Ну, то есть это... То есть ответственности нет, да, получается? 对，现在是这个机器人没有负责任嘛，是不是？万一出什么问题的话，谁负责？这个是法律问题，对，这个是法律。他回答不了。Это уже юридические вопросы, мы пока что не можем это ответить. А юридический вопрос тогда был. 有一个例子可以这样，就是现在我们自动驾驶。自动驾驶的话，你这个车辆的保险费，以后就是由自动驾驶这个公司给你买了。对。因为我现在是自己开，那么出了险要我自己承担责任。那么以后自动驾驶了，那么这个责任就由开发自动驾驶软件的公司来承担。Ну, элементарно, когда мы покупаем машину, мы как бы сдаем именно страховку, да? Страховочную организацию. И как мы вводим, как это ответственность за наше, да, вот именно в аварию попадаем.
это лично наша ответственность, но страховочная компания может это компенсировать. В роботом тоже, да, если насчет именно в сфере робота будут какие-то проблемы, если мы можем это если какие-то вопросы или что-то сломать, конечно, у нас будет именно страховое агентство, это все вам возместит. Да, азырынча на свой страх и риск. Да, сейчас по юридическим вопросам она не информирована. Полностью юридические вопросы уже дорабатывают, да, уже. Когда вы будете покупать уже на свой страх. 如果我们自己买的，万一出什么问题的话，我们也没办法处理吧。因为你里面的这个软件啊，它比如说跑步，你自己要给它开发跑步软件。如果它的服务的话，你要给它开发服务软件，那么谁开发谁承担。它你相当来说不是机器人。哪个软件买的？бұл роботтарды сатып алсаңар, қолдансаңар, бармаңдар сындырып салса, қайырып салса, же білім кем сындырса, өзіңір жөкіресіңер азырынша таубада сатып алсалар. Жөкершілікті өзіңір тартасыздар да.开发，然后开发是我是吧？你开发的软件你承担责任。如果你买来就有的，那么由他承担责任。Еще один момент, да, вот очень значимый момент, когда мы покупаем робота, вы специально для него покупаете приложение. Приложение, он, соответственно, управляет разными функциональностями. И вы даете ответственность, что вы готовы использовать этого робота. И моментом, если кто изобрел это приложение, вот такая функциональность просто элементарно бегать. Если какие-то вопросы, там, роботы... людей очень много. 不是他们有问题吗？我也是。然后这边是我们一个机器人服务的一个无人商店。магазин. Робот, который продавец. маған осындай керек та дүкеніне. 它的左手的抓夹是不一样的。你可以看到它这边的右手是一个夹式的，然后可以拿这个瓶状、罐状的东西。我想说有一个问题。比如我这里产品很多，它会备注吗？比如说我100多产品，它什么东西可以给你拿到吗？在屏幕上面选择。他应该都知道从哪儿呢？Да. Я спросил элементарный вопрос. Если у меня магазин, у меня очень большой, у меня больше 100 видов ассортиментов. Просто функциональностью все записываете, что есть, и он места запоминает, и он приносит. 你好，他听懂吗？叫什么名字？小盖。小盖。你好呀，想买点什么？你给我一瓶矿泉水。您要在这里下单。我得先等您下单。要下单扫码支付了之后，他才能。вот он мне отвечает, я сказал ему, дай мне обычную воду. Сначала, пожалуйста, оплатите, а потом принесу. 你很聪明。你真细心。 Спасибо. 迎合新的，学新技能的。 Спасибо большое, я для вас раздеваюсь. Что, мы опаздываем, да? Что-то людей не могут. Шундай дүкенші кереклі. Тез өткеш керек. 20% ұрды айтып болсы керек ақша. 这是我们全球影响力最大以及规模最大的一个青少年机器人大赛，我们叫做 VEX 的机器人大赛。现在来说，两个公司会有比赛吗？ 不是，这些机器人呢，全部都是由我们的青少年儿童自己制作，然后拿到这里来参赛的。这个我们呢1比1复刻的是当时大赛当中的一个冠军的一个比赛对战场景。Это соревнование среди роботов. Вот видите, играют. Бұндайын айтқанда туғандар, бұл деген RC машине, радио управляемый, да? Аны соны адам башқарып отыр. Азыр ең чоң мәселе бұл толық автономды қылу. Мүмкіндігі ошол жасалма интеллект жардамымен автономдуулук болуп атат да. Бирок мен байкашым боюнча бүт жерде эмес. Боксинг, вот сюда очень важно. Ол болсо UFC чемпионат тугандар. Биздин күрөшчүлөрүбүз, боксерлорубуз ушул жерден кийин
билимдерди ушундай роботторго берип калат окшойт. Кунг-фу. Тизелер бүтүп уже демонстрация кылып. İçine cumuşak temir koldanat ekan-da. Çakır. Var кичине автономдуу урак деп атышат. Мен деген контролёрлорду көрүп атам. Бир контролёрду көрүп атам. Аварийный остановканы жасай турган. Бирок ал джойстикти башкарбай эле да. Шундай. Отлично остался. Ну че, доработок нет? Опа, второй проснулся. Кола! Тамын зыжи ма? Ну, эң мындай туруктуу продукт. 操作手柄来控制它们。拉个两个，拉个两个。对，后面两个背着手的。 Бүгүнкү күнү即使相隔很远，比如说你在北京，我在杭州，我们也可以在利用这个操作手柄性的。 Vardı mı işte? 对，是的。 Бул эми оператордун эмеси оборудованиясы окшойт. Кол Әйдин, менен шуйда аламын. башкарууга. 对，他已经休息了，我们可以去下一个区域。 Круто. Китайцы что могут делать, а? 这边呢是我们当红科技和原生处一起合作制造的一个四足机器狗。 Байкадыңарбы туугандар, булардын манипуляторлору баары камера менен мындай коштолгон, эки камера менен. Анткени бинокуляр vision деп коет, эки көз менен көргөнгө. Баягы жырткычтар, адамдар баары эки көз менен көрөт, аралыкты баалаганга. Машинное зрение деп коебу. Могул көздөр, камералар, контролдук камералар. Эң негизги көздөр ушулар да. 爬山的很远的地方，人家下不来了，找不到了，他个人。 我们可以实现1700公里，最远距离是1700公里的操控，然后它的动力延迟在80毫秒。 大家也可以帮助给客人，比如说带东西。好彩的是他还看这个。 Бул болсо ушундай толук автоматташтырылган, баягы буту басылган адамдарга жардам бере турган платформа экен да. Ушундай инвалидное кресло деп коебу, ушул кресло толугу менен анан кыймылы чектелген адамдарга жардам бере турчу нерсе экен. Тиги болсо дөңгөлөктүү гироскоп менен коштолгон. Ошол Unitree компаниясынын башка компаниялардын ит роботу. Ит роботтор аябай мындай укмуштай нерселерге колдонулат. Керек болсо ошол толугу менен
аскердик операцияга да колдонулат. Жарандык өрт өчүргөнгө, башка нерселерге, кооптуу жерге барганга ошо видеолор көп да. Просто интересует, в будущем мы за роботами, что ли, будем наблюдать, как они драться будут, да? Говорили же, Олимпиада будет робот. Да. Сервомоторлор, гироскоп, ар бир дөңгөлөк мотор. Wi-Fi модуль турат. Blueberry сыяктуу компьютер, камералар, акселерометр. Опять не успел вот этот момент снять. Бул мындай иттер номер 1 азыр аскерлерде, армияда. Искандер Байке, это оборудование, этот аппарат используется именно, он может пройти 1800 километров. 1800? Да. 1800 километр жүрөт. Да, элементарно, вот когда люди именно идут в путешествие, да, вот именно вот Того барвалу, допустим, он где-то мог остаться, да, ему срочно необходима помощь или что-то, кого-то найти. У него именно, видите, там установлена камера, он может искать, видите, именно может управляться именно дистанционно с другими именно роботами, чтобы находить даже людей. Самые сложные места, которые легкодоступные места, он очень гибкий, он может передвигаться и, соответственно, может находить, именно, улучшать, да, и помогать в разных местах. Сонун? 飞青路是一个脑部控制的智能机器人，智能机器轮椅。脑子控制吗？对，它的这个操作人后面，你看它头杆的那个绑带后面有一个金属贴片，它可以识别人类的这个脑电波。我们的操作人员只需要用脑袋想向前或向后，它就可以来操作这个轮椅。它不会有说话。 ойменен башкарат экенмин. 比如说我想坐前边，我坐前边，后面就后面。对，是的，你只有用大脑想就行了。大脑想，哦哟，他只要走动是或什么？他这样走动，为什么？我没听清。哦，这你想了，我想走后面。对对对。哦，прикиньте, это оборудование контролируется силу ума, можно сказать. Вы захотели, подумали назад, как бы, тем людям, которые именно ограничены, да? Сказали вперед, сказали назад, он вот именно вот сюда ленту именно прикрепили, он автоматически информацию обрабатывает. Даже говорить не надо, просто Да, не想个就。对，你想就可以，不需要用手和脚，只用大脑，也不用说话。它主要是为这个。 Шолтугандар бул нейролинктин түрү экен да. Толугу менен ушул акыл менен башкарат экен. Ой менен башкарат экен, ойлонуп коюп эле. Артка деп ойлонсо артка кетет, алдыга деп ойлонсо алдыга кетет. Ушундай нерсе экен. Кийип кетпесин дедим. Вон крыса есть, а? Не, я что-то это очень коркунучтуу бул, Муну бул нерсени кантип жасайт? Альфа, бета, толкундар деген бар биздин мээбизде. Биз ойлонгондо алар кадимкидей баягы биз электромагниттик нурду чачабыз да ойлонгондо. Мысленно, откуда знаешь, что ошону окумуштуулар мурун эле ачып коюшкан. 30-20 жыл болду. 将来我怕这个机器嘛，他说了你想了，他可以前座，用后面座，但是说实话，将来是一些坏人的话怎么办呢？ кийин биздин ойбузду окуса керек. 你想了就人家机器 азыр 人也 болсо 会 ошо 打死别人。 жалпысынан ойлонгондо кандай нурлар кетет экенин байкайт, анан ошонун жардамы менен кыймылдаса болот да. Нейролинктагы ошого 将来应该是，比如说100多年的时候，有可能出这样的，比如黑的一些公司会做出来的。 А бул болсо логистикалык роботтар, робот. 你脑子想了，他会指挥的。 Wildberries, сортировщиктерди толугу менен алмаштырып салат. Amazon ушундайды колдонот. 你将来是别人是坏的，哎呀。 бир нече түрү роботтор. 我现在我觉得这个是将来的。 мындай жүктү алганга 不是我怕这个是被的，这个不是个是。 башка жерге алганга жарай турган нерсе да. 它可以操作脑子，你知道吗？ 海康卫视的一个智能仓储机器人，对，海康。
Ну, это комплектовщик, да, вот распределяет товары очень долго. Сейчас 这种已经很成熟了技术。 да, вот за我们的朋友们的公司里面有的。У меня есть именно ну, с кем я работаю, вот у них уже в заводах есть такие, можно сказать, А бұл болса баға. это оборудование максимально может подняться до 12 метров. 12 метров көтеріледі. 可以负载600公斤的重量。 Вот транспортер может поднять более 600 килограмм. 600 килограмм. 然后那边是我们华瑞科技的一个仓储机器人的一个展区。 Да, это транспортировщик тоже, разные виды. На оборудование gördünüz mü? Вот мына. Мысленно управляет. Как это, да, турмуз? Опасно, да? То есть он может ездить на вот этой, получается, на кресле, да? И что Бұл болса пол жуатқан робот болса керек ле? Мына пол жуатады. выполняет вот это кресло само? Я понять немножко не могу. Да, Сам он, принцип. допустим, это параличи, да, вот они не могут говорить, что это парализован. Для инвалидов? Ну, понимаете, если вот, я понимаю, если в будущем это все используют именно в плохие руки, да, вот и как это все будет происходить. Мысленно управляется роботом. 我们上面的那个有一个2楼的一个表演得要赶快去了。 А, представление на втором этаже тоже. Benim telefonum yok. Ne oluyor bu fotoğrafı? Kırmızı şunu koydum geçelim. Wi-Fi'ye başladı var. Роумингті nasıl var? Мен өзім төлегенде роумингте 1100-ден төлейтін. Күніне 800 сомнан өтіп жатыр. Ол 500, сіздің лимит бар да, осы лимит иштетіп алсаңыз керек. Это можно уточнить. Сіз Мегаком бұл? Менде служба поддержки бар. Сұрап көріңіз. Менің банк салыш керек та, оны мен банк иштетпейм. А, сұрайыншы не білейін. А, здесь. Мына фото. И 录像的，因为有知识版权保护。 А, здесь нельзя снимать, это запрещенное место. Сюда, кстати. Ni说了3分钟。对，我说不能录像，不能录像，3分钟可以拍吗？它总共这个就3分钟。А,他总共3分钟。对。Короче, нельзя было снимать, я что-то решил поверсанзар было разбить. Типа нельзя снимать, я как-то максимально постарался, чтобы снять, и сейчас можно отключить. Öyle ülkede. Ошондай тугандар, роботтар бийлерди, бул жерде көп тартса болот экен. Управляется, да, вот там. Вопрос, зачем, да, вот живых собак на роботов поменять? Не, это же этот же. Это там спасатель, лесник, разведчик, солдат, вот он. Какой тинг жихуема? Ушундайды командага алса үстүнө бир снайперка орнотуп. А, такой тинг,咱们的жихуема将来的话，比如说你过来或者这样的他，你能听到我的话吗？在将来应该会。Siz aldı.机械公司是政府投资的还是咱们私人的企业？他干啥呢？这边的工作人员都是我们自己的工作人员，然后这边的场景搭建呢
它干啥呢？这边的是我们戴着 VR 眼镜，你可以看到这边，他现在眼前所可以看到的就是它做什么？对，机器人。它可以跟它用吗？它可以操作吗？它可以操作，它正在操作这个机器人，这也是我们语数的记忆机器人，是帮它跳舞的类型。比如它在上海，它在北京，它可以操作吗？太远的距离应该是不行的，我们有专门远距离。Еще один интересный момент. Видите, вот этот именно робот, он там управляет вручную. Там в таких небезопасных помещениях, вот, допустим, электростанции, да, электроящика Городкана, там очень вольт энергии, и, соответственно, может быть опасно. И он там управляет, видите, там ремонтирует или что-то такое в таких дальних расстояниях. 我们给语数的记忆机器人加上了灵巧手以及 VR 的这个装置，让它可以实现这一个场景的操控。Это очень прикольно. 对，我们可以向后向前去。Собаку убирайте, мы это хотим посмотреть. Михаил, 这个可以摸一下吗？可以摸一下吗？他说可以摸一下吗？ Эй! Не настоящий. 我想自己想知道一些这个。这边的这个是我们与山西科达斯控共同搭建的一个场景。在哪用呢？主要是这个四组和比较复杂的地形，通常是用来比如说煤矿，煤矿、金矿。通常用在煤矿上面。拍视频吗？他们是比如说人需要居民或之类的情况下，它可以。它也是需要去操控遥控的，但是它也是可以做出一个自己做出决策的一个机器人。它可以将地下矿内的这些复杂的地形实时扫描发送到地上，然后给我们工作人员一个比较真实的一个数据，让我们可以里面机器能不能危险不危险？对，是的。Ну, это аппарат используется в разных таких именно в угольных шахтах, да, очень там трудных местах. Он может пройти, может изучить, и проанализировать и дать вам отчетность, да, вот это место опасное или может быть нет. И специально такие сделали места. Так, Ганшана, ребят. 这边是我们一个动捕数据采集区，我们的工作人员穿着着这个动捕服，你可以看到上面有很多的感应片。然后这个感应片就会感应到我们工作人员的所有动作，然后并且通过这个上方的红外线的，它会记住是吧？这些设备。红外线的这个光线会记住它的这个动作，然后传输到我们这个。Да, вот видите, запоминает это все его эмуляцию робота, как это надо делать, как правильно делать. Каждый робот подстраивается под вашу функциональность. Элементарно дома вы что каждый день обычным методом используете, и робот это изучает, и без вас это все функционально может управляться. Ошондо үйрөтүш керек экен да бир сыйра. Да. Или 它 көп 需要 сыйра. 是你比如说做的一些方式，它首先需要学，然后它会自己自动可以做什么操作。对，就像我们刚刚看到的那个舞蹈一样，也是通过我们寻找专业的演员来一个特定的场景，穿上这身衣服跳舞，然后把这个数据记录下来，再传输给这个机器人，机器人就可以来跳舞了。哎呀，我机械设备我怕你知道吗？过了100年会怎么样？他们会。护自己的。这边呢是我们和软梦天晴合作的一个机器人，然后这边我们操作人员呢，你可以看到他正在控制着一个机器人做这样精细的工作。对，我们相对来说。然后通过无数次这样的尝试呢，这个机器人在后续就可以。Оборудование видели именно аппарат. В прошлый раз функциональность то же самое. Сейчас сотрудник обучает робота, как управлять разными видами материалов. Вот элементарно вот лента, что надо брать вручную и поэтапно все происходит. 这就相当于是机器人的一个学校。Да, это можно сказать школа для роботов. Где были же, похоже,
接下来我们已经去过的那个类似的人。在仓储物流区域呢，我们用到的也是宇硕科技的一个机器人，它的上升呢最高可以升高至1.8米。Это оборудование, роботы, это же транспортировщики. Они могут именно поднять на метр и 8 сантиметров. Ну, то же самое, которое мы видели, функциональность очень схожая. Там что-то пронести, что-то поставить, распределить именно колонки или распределить полки. 好，我们现在这边看到的是天问科技所制作的一个动捕的那个动捕装置。我们在每个关节里头都嵌入一个这样的芯片，让它可以像我们自己的手指一样，非常灵活的去进行运动。 Вот видите, тоже очень интересно. Вот здесь встраивается в чип, и он повторяет за людьми, да, вот именно визуально можете посмотреть, очень... 你可以做这样子，可以吗？现在我可以配合一线交警，连续10小时进行自动化的路面交通管理。首先，我可以联动红绿灯，完成毫秒之间的交通思维。 Түшүм жыйнаганга жарайт турбайбы? Айлык алып барып коюш керек. 저거 неме, өз адам деле немесин кылып атпайбы? Ошо кийин полноценный болот ya. Сначала руку, потом ногу. Анан бир кандай үйрөнүп алат, Үйрөнүп атат. 另外，我最受大家欢迎的一点，我会进行非机动车违规行为的检讨，如穿白色衣服的人士、佩戴头盔、谢谢别人。下次出门 Мал деле карайт болуш керек. 当然，如果大家都不遵守交通规则，我还会进行鼓励。感谢大家的支持，都会共建我们交通。 А там он тоже так должен делать. 我的另外15个伙伴在杭州的路口已经完成了11万次的宣传，让路 Ну что, лю-лю-лю. Лю-лю-лю. Не, в Китае лю-лю это типа считается для очень популярным. Хороший знак. 你也变成了好像是机器人，你也没说话，你也是。А, да. Я ему говорю, ты тоже как стал робот, ничего не говоришь, ты то что-нибудь скажи. 谢谢大家，请大家继续向前参观。大家好，我是中共信息研发的。我们这边的这个交警机器人，大家相信大家已经在杭州的 Police. 对，已经在那个杭州的很多道路上已经看到了。这个我们现在已经已经在那个杭州街道上。他做什么？他做什么呢？比如说在交通。Микеланджело. 谢谢。在路上可以用吗？它？是的，是的，现在已经投入使用了。 А, в Ханчжоу уже начинают использовать этого полицейского, там, когда пробки, да, вот именно моментами, он, когда светофор не работает, можно направить направо-налево, есть. Регулировщикпи? Регулировщик. И Бишкекте трассаны перекрыть эткенде ошо регулировщикти жалдырап эле отура бересиң да жарым саат.他们充电机器人嘛，是吧？对，是的。我们是这样预想的，因为这个 AI 充电仓，啊，不是，我们salvo的。我们整个训练中心的正中央，就是可以更加快速的去为这些机器人充电，这是我们的预想，但是其实现在只是一个预想。Да. Это в идеале, мы к этому стремимся. Это здесь мы хотим сделать именно, здесь роботы получают зарядку. Мы в идеале хотим, робот, если устал, пришел в эту территорию, залез и сам подзарядился, набрался сил, ушел. Вот видите ли, как роботы тоже, можно сказать, устают и прям легли на пол. Они в идеале хотят, чтобы робот, допустим, пришел, отдохнул, подзарядился. Не, я фильм видел именно сейчас люди, по-моему, там ассистент. Она устала, чувствует, пошла там именно за стол села в таком именно маленьком именно помещении и зарядилась, и на утро готова. 这边是我们农业数据的一个采摘区，对农业数据的一个收集区。然后这边呢是一个我们智能采摘机器人，它可以。Вот как раз вот это всегда айтқан оборудование в сельскохозяйственном именно сфере собирает урожай. 这个智能采摘机器人呢，它配备了一个 AI 识别的一个。Да, он управляется именно системой AI. 和一个灵活的手臂，它可以判断这个
成熟。Вот видите, это оборудование тоже очень важно. Сейчас очень много наших именно с крестьян же едут работать в Англию и собирать же клубники, все такое. И там человек то же самое делает. Я видел, как у меня друзья работают, вот то же самое собирает. Это сейчас это все заменяет. Я думаю, это в будущем к этому уже все придут, это как бы заменять. Что туғандар? Зерігіп қаласыңар. Жұмысты тапсырып қойсыңар, анан түшімдің барын сол жинай береді. 比如说像草莓、番茄这样的一种比较易碎的水果。 Да, вот клубнику, помидоры могут собирать. Мына ежеңір жақпады, тездетіп пешінге бұларды деп, анда аста келіп алды. Сатып тұрып ұсындайды бір алалы. 就跟楼下的机器人是一样的。然后这个机器人呢，主要是用于就是完成复杂的家庭作业。比如说铺床啊、叠被子，或者是开门，搬着很重的东西开门。 А эти роботы по кухне, постелить, убраться. Вот чисто домашний помощник, да. Үй жинаған роботтар екен, кішкене Үй жинаған, да. ремонт қылып жатқан учурда келіп қалып тұрасыз. 现在用不了，现在他在跑那个。他自己跑是吧？ 对对对。 Ол дағы бір роботтың мектебі екен да. Был робот уже не слушается, он сам туда-сюда бегает. Бывает так неудачно. Мына терминатор восстание машин башталды да. Да, он. Ол енді робот бітті уже. Его починили. Тазаттың жинавайым. Видно, что он такой противоречие, да, вот не хочет делать. Не дейді. Не слушается, непослушно пинает. Шынығына келешекте қорқыныш нәрселерім көп бар. Қысқасы бұл деген балабақша болып тұр да, қазір роботтар жараң эле үйрөтүп Здесь барлығын здесь обучают, да? Да, что да, өз жұмысын қачан баштайды? Дағы бір уақыт кетеді окшайды. Здесь полностью обучают роботов. 这边的康养陪伴训练区，这边的机器人呢，它是可以照顾老人或者是病人的，在未来，它相当于担任了一个护工的一个职务。它可以测量病人的血压、血脂以及给。它会测量血压。对，会测量。 мен көргөнүм бизде колдонгонубуз аябай жакшы иштеп аткан робот пылесосы. Очень хороший. 我们国家发展起来了，到哪个过程，打扫卫生的那个小。А здесь вы можете посмотреть, полностью здесь обучают, да, вот здесь. 覆盖农业、安全、物流、工程、制造、服务6大领域。我自己就属于服务领域中的迎宾导购。 Қарыларды телеген робот. 参观，这是我的任务。接下来请中。 Жөді робот күлдер жоқ та? Робот күлдер жоқ. Он какого пола, да? На. Бармақты қып чырттырып албағыла. В рабочем виде используется. Бұл бағы полды полировать еткен робот? Полды полировать етіп, цемент распылять етіп, не могут. Шулар иштеп атканды көргөм. Кытайда бу? Эмеде, Кытайда эмелерде. Видеолордо бар го, TikTok. 现在这个设备，比如说在工厂可以开始使用吗？这个？人家比如说做水泥工厂或之类，他们开始工作嘛，他们也需要可以买吗？这些东西？ Ал болсо тамдарды боёйт го дейм, 这个现在我们没有办法演示，因为它可能演示起来噪音可能会有点太大了。Курулушка.
Да, сейчас көре албайт экенбиз, как бы сейчас функциональность неме достроить этпептир. На сутки работает. И человек, если там рационально посчитать, будет инвестировать в этот проект, он окупится 2 раза без рабочей силы. 我觉得是将来是很多工人会替他们的设备的一些。吹水是吧？吹水吧。Ушундай туугандар, ушинтип ошо робот демонстрация кылган шоурумдан көрүп келдик. Ар кандай роботтордун түрлөрүн, булардын баягы өзүнүн жеткен деңгээлин көрдүк. Албетте көптөрү сатылып атат азыркы күндө. Бул коммерция базарларга чыкты бул нерселер. Буларды акырындап колдонсо болот. Булар баштапкы этапта мындай мыкты адамдан да мыкты жасайт деп арттырыш өтө кыйын экен. Дагы бир нече жылдар керек булар деген өзүнүн жөнүнө турганга чейин. Жөндөмүнө туруп, мындай толугу менен ишке жарап калганда, анан буларды колдоно баштайбыз да. Бирок мен ойлойм, бир 2-3 жыл, 7 жыл эле керек го деп ушуларга. Кантседа инновациянын чокусуна чыкты, туу чокусуна Кытай чыкты. Ошон үчүн биз да үйрөнүшүбүз керек туугандар, движение кылыш керек, тез-тез Кытай менен үйрөнүп, билим алмашып, биздин да өлкөдө ушундай нерселерди, жогорку технологиядагы нерселер жасап башташыбыз керек. Сиздер менен Искендер Шашиев болду, саясаттануучу экономист. Бизнес пландоо боюнча АДИС, эгер силерге бизнес план жана ушундай ТЭО, кайсы бир долбоор керек болсо, англис тилинде, кытай тилинде, орус тилинде, кыргыз тилинде кайрылсаңыздар болот. Видео астында телефондар бар, WhatsApp бар, ошол жерге жазсаңыздар болот. Биз сиздер менен байланышабыз. Албетте ошондой, мисалы үчүн ишкананын бизнес план жазып бергиле десе, бул жөнүндө да билимди билип калдык. Роботту жасаган ишкананы кантип жасаш керек, ошон бизнес план түзүп бере алабыз. Биз деген бизнес план гана түзөбүз, ошону эске алып койгула. Эмки видеолордон көрүшкөнчө комментарийлер жазгыла, кандай деп ойлоп атасыздар? Мына ушундай коммуналдык роботтор иштеп жүрөт көчөлөрдө, чоң имараттарда көрдүңөр, өзүлөрү ушундай. Эми баягы уборщиктердин кереги жок, бирок Кытайдын өкмөтү айтып атат, биз деген элдин баарын ушинтип таратып салбайбыз дейт. Болбойт дейт таратканга. Иштеш керек сөзсүз, жумуш табыш керек деп ушуларды колдонгула дейт, бирок өтө аша чап кетпегиле деп компанияларга тыюу берип атат да. Бирок ушундай роботтор жүрөт, иштеп. Мисалы үчүн Кыргызстанга деле койсок болмок. Өзүбүз креативдик экономиканы өнүктүрөлү, баягы контент жараталы, ар кандай нерселер жасайлы, жогорку технологияда. Бирок робот иштетсем не жаманбы деп ойлоп калам. Ошону алып келсем азыр Кыргызстанга.